мы заблудились. Мы думаем, как нам здесь сквозь эти чаще пробраться. Так, мы пробираемся. Вамба, не ходи туда. Что это там? оберег. Смотри, это голова овцы. Это что такое? Вот в воде лежит. А в этом камне, по всей видимости, когда-то был меч короля Артура. Добрый день, друзья! Сейчас мы отправились из порта Хара. Точнее, мы не стояли в порту, мы стояли на якоре несколько дней. И так как сегодня погода прекрасная, 5 метров в секунду ветер, это прекрасная погода, идем против ветра. И проходим мы сейчас мимо полуострова Юнинда. Здесь глубина начинается, кстати, очень резко. Сразу же от 8 метров, 15 метров, 44 метра, 63 метра. Прекрасный пейзаж за окном. Мы сейчас идем на глубине 83 метра. Представляете, ребят? А берег виден. Кстати, здесь когда-то было очень много трески. А сейчас не знаю. А вот так вот выглядит мой штурвал. Не ошибешься, здесь даже написано вправо-влево. А это наши движки. Это наши моторы. Мы идем со скоростью 6,3 узла. Это где-то 12 километров в час. Но мы никуда не торопимся. Наслаждаемся видами. А вот здесь наши камеры наблюдения. Все чисто, полный порядок. Обещали дождик вечером в 6, но в море все меняется очень быстро. Сейчас время 12:30, и вовсю идет дождь. Но мне хорошо, мне муж принес чашечку кофе. Так что скоро будем на очень красивом острове. Раскладка аппарели происходит сейчас на данный момент. Мы уже на острове. Добро пожаловать на остров Койти! Мужа моя. Там моя начальника стоит. Там моя мужа аппарель раскладывает. Выходим на берег. Прохладненько, но прям такое ощущение уже, что лето. Так, ребят, мы на острове Койти. Доброе утро, прекрасное утро, свежо, очень свежо, ветерок прохладный, но солнышко светит, настроение отличное. Мы уже в 6 утра съездили на рыбалку и поймали 4 камбала. А сейчас время 9 часов, и к нам заехал гость. Один друг. Вот так вот к нам заезжает в гости. Он тоже тут рыбачил неподалеку. И он решил вместе с нами разделить свой улов. То есть мы сейчас пожарим рыбу, будем ее есть. А еще мы поймали морского черта. А у этого рыбака в сетях, у нашего друга, сарган. Его пухастая звезда. А немного позже я прогуляюсь по этому острову и покажу вам его красоты. Еще шкварчит. Ну куда спойся, Kas maitseb? Restoran Tiiru juures. Tere tulemast. Kaperdine lahe kõige kõvem kalamees. Jaa, võrkude panija, iga hommik tuleb suure kakside kalaga. Ja kala kuskile panna see. Nii palju kalamees. Tuulehauk. Tuulehauk. Sargan vene keeles. On või? Jah.
Приглашаю вас на прогулку на остров Койпсе. Пойдемте вместе с нами прогуляемся по острову. Этот остров размером 0,360 квадратных километров. То есть площадь этого острова не составляет даже 1 квадратного километра. А по окружности этот остров около 5 километров. 4 там с чем-то. Здесь вот очень длинная песчаная коса. И получается, с правой стороны берег каменистый, а с левой песчаный. Здесь очень чистая, прозрачная вода. Никаких водорослей. И, кстати, сразу глубоко. Мы пойдем по часовой стрелке или против часовой? По часовой, конечно. По часовой. Обязательно. Хорошо, пошли. Например, я уже так обошла остров Педассар полностью по часовой стрелке. Если остров небольшой, его можно обойти за пару часов. А здесь даже меньше часа. Чего ты говоришь? Я уже устал, пошли назад. Хорошо, сейчас кружок сделаем и пойдем. Ой, какой камень интересный, смотрите. Прям даже гладкий такой вообще. Ой, какая красота, тепленький. Вот это да, какая красота. Шедеврально. Ну такой домой не возьмешь, вамбу. А что, как? Кран есть. Прям такой хиппи камушек. Вот так выглядит северо-западный берег острова. Он каменистый весь. Что мы еще делаем, когда мы находим мусор, особенно пластик? Мы его на острове собираем и забираем с собой, чтобы потом выкинуть. Кстати, этот остров довольно-таки чистый. Так, Пентакол. Вамбу, с какого берега это приплыло? Это вообще, по-моему, не с эстонского берега. О, Тунис. Тунис. Из Туниса? Тунис. Ничего себе. Тунис, вот телефонный номер, потому что 1 килограмм чего-то. Ну вот еще. Здесь ничего не написано. Ну вот еще пластик. Пожалуйста. Но это наш, по-моему, эстонский. Это был у нас Аутомайльм. Аутомайльм, привет на острове Койпсе. Вафли сливочные. Вамбу, это что? Это что, какое-то место поклонения здесь? Это что? Я не дуралась. Как будто здесь викинги только что сидели. Выглядит очень красиво, прямо на берегу моря. А, кстати, там где-то видна телевышка таллинская. Еще одно место для костра с какой-то такой... Ой, какое интересное. Точно. Как будто здесь только что сидели викинги. Так, мы думали, что это люди проложили тропинку, а на самом деле это тропинка муравьев. Мы это поняли потом, что здесь вот такие вот большие муравьи. О, смотри, что я нашла. Это посох, который оставил Гэндальф серый. Ничего себе, он такой вот вообще гладкий здесь. Красивый ковер из вереска. Здесь, кстати, каких-то очень много растений, которые под охраной природы. Это же заповедник. Но здесь мы не пройдем. Молодая поросль здесь можжевельника. Полностью все заросло можжевельника. Прям все белое, белое, белое от мха. Вот такой ландшафт красочный, так красиво. Такие заросли. Прямо сказочный какой-то такой лес просто. Где-то здесь живет Баба-Яга. Мы думаем, как нам здесь сквозь эти чащи пробраться. Так, мы пробираемся. Ой, какая елка, камни здесь такие. Так, отсюда мы не сможем пройти, муж говорит. Не сможем? Нет.
И куда нам теперь идти? Ай. Ай-яй-яй. Здесь валежник. Мы видим уже просвет. Мы уже видим, где другая часть острова. Но почему-то не найти тропинки. Муравьи решили не прокладывать. Ну давай рискнем. Пойдем дальше. Фу, мы уже столько прошли, обратно же тоже идти. Ой. Ну вон уже просвет виден, вон. Вон уже видно, что там, вот там, уже все, обрыв, наверное. По-моему, мы заблудились. Нигде не пройти. Пойдем обратно. Позвала Маша медведя в лес. Медведь заблудился. Ты у нас морской медведь. Вот тебя Маша в лес завела. Теперь попробуй выйди. А я подожду. Найдет вам по дорогу или нет? Почему я не надела штаны? Скажите мне, пожалуйста. Чего? Синь. Lähme. Me lähme me ei leia seda teed enam üles, kuidas? Mina leian. Mul on võlus see pulk. У меня волшебный посох, который выведет нас обратно. На самом деле карта здесь. Мне кажется, мы здесь были. Мне кажется, нам туда. А ты думаешь туда, да? Ну да. А я думаю, нам туда. Там лучше. Нет, туда идем. О. Так, мне кажется, эта тропинка нас никуда не приведет, но посмотрим. Опять идем. Здесь вокруг вот такой можжевельник в 3 или в 4 раза выше тебя. Я впервые такой вижу огромный. А там какая-то табличка вамба, видишь? И что там написано? Курикоэр. Там написано Курикоэр. Не ходи дальше. Представляете? В лесу. Табличка Курикоэр. Вамба, не ходи туда. Что там написано? Вот. Фу. Это уже проще. Мониторинг 24 часа. Святая система по охране дома Бернард. А вот там сервис-рум. Туалетик? Значит, дом близко. Мы вышли к дому. Это чей-то частный дом. Здесь, кстати, живет один житель постоянный. Мы пришли, по-моему, к нему домой. Ой, какой у него колодец красивый. Нам надо уходить, мы на чужой территории, честно говоря. А куда идти-то? А вот дорога для машины. Пойдем отсюда. А так что вот здесь вот живет житель один, единственный. Вамба, у тебя чуйка сразу к дому выходить. Это оберег. Смотри, это голова овцы. Кто попадет, с ним будет вот это. Да мы уже ушли, ребят. Это реальная голова, там кость видна. Вот так вот. Типа, если зайдешь, с тобой то же самое случится, да. Короче, мы на этот хутор забрели с заднего хода. А если бы с переднего, мы бы точно поняли, что нас бы скоро съели. Вот. Но нас никто не съел. А по поводу Бабы-Яги я все-таки была права. Кстати, мы знакомы с хозяином этого хутора. Когда мы в прошлом году приехали на этот остров, мы прятались от шторма, и у нас оторвался еще якорь. И мы еще здесь ни в один порт не могли зайти, потому что мы большие, мы не помещались. И мы нашли убежище на этом острове, вот как раз на этой песчаной косе. Въехав на эту песчаную косу, мы остались стоять на месте и спрятались от шторма. И хозяин, получается, этого хутора, когда приехал на лодке, говорит: о, какие у нас гости на острове. Мы говорим: да. Он говорит: а хотите, я вам проведу экскурсию. Хотите, покажу вам свой дом. Я бы увидела, я не знаю, абы где.
Я бы увидела эту овечью голову, когда бы он нас привел. Он никого больше на острове нету, кроме него. Него как хозяина и нас. Я бы точно бы сразу бы руки в ноги и бежать. Мы просто видим, что сейчас здесь никого нет на острове. Совсем мы как аборигены, приватно. И его лодки тоже не было. И никого вообще, в принципе, кроме нас. И мы знаем, что медведи здесь не водятся. Да? Не водятся? Не слышал, не слышал. Ну, не слышали вообще. Берхардин. Ну, Берхардин, да. Святой Берхардин. Теперь мы знаем, как выглядит с оторванной овечьей головой. А на самом деле это полный рестарт. Когда выезжаешь, ты понимаешь, как кажется, что все не все в порядке. А побудешь вот так вот на острове, где никого нет. Где своим ходом жизнь течет. Ну, у зверей, у природы. Понимаешь, что все вообще в порядке вещей. Все по законам жизни. Все по законам природы. И как-то так спокойно. Сейчас 11 часов вечера, я сюда так подкрадывалась, думала, тихо подкрадусь незаметно сюда, к этому месту, потому что там в воде есть такие камни, которые под водой плоские, и на них лежало 2 тюленя. Я думаю, вот сейчас я сниму эти великолепные кадры этих замечательных тюленей. Вообще обходила остров с другой стороны, чтобы подкрасться, но они все слышат, и они уплыли. А вообще у меня с ними давняя история с тюленями. Это моя мечта вообще взять, снять так близко хоть одного тюленя. Потому что столько раз, когда я, например, сижу, ловлю рыбу, и вот прям рядом передо мной выныривает голова тюленя. И он смотрит на меня такими вот глазками, такими любопытными такими. Я ему говорю: привет. А он смотрит. Я ему говорю: замри. Я сейчас принесу телефон или камеру. Ну, конечно же, он уплывает. Я потом жду. Я сижу где-то на берегу. Знаю, где они плавают. Я вижу их. Я вижу эти головы тюленей. Любопытнейшее животное подплывает, смотрит на тебя, интересуется. Но почему-то всегда в тот момент, когда у меня нет ни телефона с собой, у меня нет ни видеокамеры с собой. Вот такая романтичная, навязчивая мечта, когда я в конце концов получу хоть один кадр с тюленем, я буду безумно рада. Вот я сейчас вижу, он там далеко плавает. Вот там вот его голова. О, занырнул. Как вы это назовете? Это красиво. Желаю всем спокойной ночи. Летом на этой песчаной косе люди загорают, ходят купаться. В зависимости от того, куда прибивает теплую воду. И это на самом деле реальная, ощутимая разница. С одной стороны температура воды, например, 20 градусов, с другой стороны 17. Вот такие чудеса у нас здесь случаются. Несмотря на то, что остров очень маленький, видите, виден берег. И с другой стороны берег. В лесу тихо, спокойно, никакого ветра. Птички поют. И на этом острове в лесу построен для гостей острова вот такой вот прекрасный домик, ребята. Видимо, кто-то сидел, курил, ел, пил и размышлял о жизни. Вот с таким вот видом на море. А в этом камне, по всей видимости, когда-то был меч короля Артура. Кстати, моя мама переживала, что мы спугнем этих лебедей на гнезде. Но я хочу сказать, что они совершенно не боятся людей. Они просто не интересуются нами. Это что такое? Вот в воде лежит. Это камень. С ним похоже? Это просто скульптура природная.
Невероятно. Я заберу с собой этот камень. Вот от этого шедевра я не могу оторвать глаз, я до сих пор в восторге. Бедный Йорик. И сегодня мы отправимся на другой остров, который находится отсюда в расстоянии около 8 миль. Это 15 километров, не так далеко. И это будет остров Акси. Сейчас я хочу вернуть то, что я взяла на этом острове. Это знаменитый посох Гэндальфа.